Школьные кабинеты необычно пусты, за партами никого, но урок идет. Опосредованно, благодаря современным технологиям и глобальной сети. И хотя еще в марте такой опыт получили и учителя, и школьники, тем не менее вопросов к дистанционному обучению меньше не стало. А массовый переход школ на удаленный формат работы обнажил слабые места в региональной системе образования. Несколько дней дистанционного обучения выявили и проблемы, наши слабые места. Это и невысокая скорость интернета, а где-то и вовсе его отсутствие. Недостаточность технических средств. Неготовность некоторых наших педагогов, обучающихся и, конечно же, родителей к работе исключительно в таком режиме. Доброе утро! Вова уроки делать не будет, мы все из-за него поругались с дочерью, он всем сделал нервы. Ему так неудобно, в телефоне не видно, камера дурацкая, 100 причин. Мы не будем так заниматься. Вот закончится карантин, пусть в школе сам занимается. Гуляющие по сети голосовые сообщения из мессенджеров не так далеки от истины. А потому в региональном министерстве просят педагогов наладить прежде всего тесный контакт не только с детьми, но и с их родителями. Так, например, в школах Воркуты уже до введения дистанционного обучения была проведена огромная работа с родителями учеников. А в некоторых случаях даже график обучения выстроили согласно их пожеланиям. Мы идем им навстречу, то есть у нас расписание достаточно мобильное, особенно для учащихся начальной школы, 1-4, которые, первоклассники особенно, которые как бы сами еще настроить все оборудование не могут. Поэтому мы идем навстречу родителям, если они работают, то мы проводим уроки даже в вечернее время, с их, конечно, согласия, с их настроя, они не против, они присутствуют при этом и всячески нам помогают. Конечно, много вопросов у родителей и к технической составляющей обучения. Это и сбой в работе электронного дневника, и неустойчивая связь. С последним часто сталкиваются ученики из сельских районов, ведь во многих деревнях нет мобильной связи и уж, конечно, скоростного интернета. Так, в Троицко-Печорском районе, выстраивая образовательный процесс, прежде всего отталкивались от качества связи. В особо запущенных случаях здесь прибегает помощи так называемых бегутков. Учителя для каждого формируют задание, распечатывают на бумажном носителе, и с помощью классных руководителей данные задания передаются детям. На входе в школу установлены почтовые ящики у каждого предметника, у каждого учителя, и родитель, законный представитель, в соответствии с графиком, они приходят к образовательной организации и в почтовые ящики, чтобы не было контакта, взаимодействия, данные работы передают. Крупы, макароны, масло и сладкое к чаю. Помимо пищи для ума, с недавнего времени некоторых учащихся региона начали снабжать и продуктовыми наборами. Например, вот такой приличный запас провианта на неделю выдали младшеклассникам Эжвинского района столицы. Однако не все родители во всех муниципалитетах остались довольны. Некоторые в сети даже начали мериться сухпайками, ведь в разных городах и районах, как выяснилось, они отличаются. Чтобы в будущем таких недовольств не осталось, в некоторых случаях власти решили пересмотреть ассортимент продуктов. Опираясь на полученные жалобы, в Вуктыле в течение 5 дней будут сформированы более сбалансированные наборы, включающие в себя мясные и рыбные консервы. Все сухпайки формируются на основе рекомендаций Роспотребнадзора. Есть возможность добавить сухофрукты, о которых часто спрашивают родители в комментариях. Те, кто их еще не получил в силу объективных причин, обязательно получат. Как отмечает Минобразие, дистанционное обучение могут и продлить. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Ну а пока педагогов просят не нагружать сильно учеников, особенно младших классов с помощью онлайн-технологий, а всю мощь интернета направить на работу с выпускниками. Они, в отличие от остальных учеников, у которых уже отменены выпускные проверочные работы, по итогам этого учебного года все же будут сдавать экзамены. Любовь Лапина, Павел Королев, телеканал Юрган.